Дорогие, доброе утро, Эрзик Хелшин, с вами снова Лейла. И вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, сегодня у нас очень солнечная и теплая погода. Зашла в огород посмотреть, что и как, потому что мой дилер сказал, что в огороде хорошенечко прибрался мне. И как видите, это правда. Убрал все шпалеры с огурцов, как видите, травку сорвал и картошку выкопал. Ну, картошки уже мало у меня оставалось, конечно, но вот уже копает. Немножко еще осталось ему. Все хорошо мне в огороде, видите, прибрал. И сейчас там он травку рвет. Вот так вот, друзья. Меня 2 дня не было дома. Сегодня тоже я должна поехать. К сожалению, у меня умер двоюродный брат, друзья. И была 2 дня на похоронах. И вот мой дилер решил мне тут устроить, как бы, чтобы я, обрадовать меня тем, что везде прибрал в огороде. Прибирает еще очень. Так, пошла посмотрела, вот кабачки нарвала несколько как штук было. Ну вот так вот, друзья. Мы сегодня живем, а завтра нас нет, как бы. Жизнь такая. Ну, брат мой был, правда, не молодой, ему уже 80 лет с лишним. Вроде бы 2 недели тому назад я снимала свадьбу, он сидел под навесом, такой прям приятный, вроде бы здоровый. Ну, конечно, 80 лет, много болячек, но вот так вот как-то, не знаю. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня у меня и работы много, помидоры стоят, ничего не сделала еще. Как я сказала, 2 дня я там. Сегодня мы решили сегодня со снохой моей брата женой, она сегодня на дежурстве, на работе. Поедем где-то к вечеру после ее работы вместе поедем. А до этого я, наверное, буду заниматься помидорами. Надо быстро доделать, потому что уже нет-нет, и подпортились, и болгарский перец лежит купленный, и нарванный в огороде. Ну вот сколько успею, столько и надо будет сделать. Вот так вот, друзья, небо. Смотрите, какое голубое, прекрасное небо. Пошла теперь работать. У меня еще есть кабачки дома нарванные, но сегодня не успею с ними что-то сделать. Хочу обязательно кабачковую икру, потому что мальчики любят, вот именно икру любят. Салатики, вот это все они не едят, не любят. Единственное, что они хорошо едят, это аджика. Особенно Ибрагим у нас вообще аджика-ман, как бы. И вот кабачковую икру тоже обожают. Ну вот, друзья, вроде бы мы только недавно сажали. Уже в огороде ничего нет. Смотрите, какая капуста у меня огромная вымахала. Вот какая. Короче, капуста у меня пока только 1 ряд капусты. Поздний, хорошенькая. Видите, какие кочаны. Вот какие кочаны огромные. Конечно, я не очень-то люблю большую капусту. Ну, какая уж уродилась, как бы. Вот. Вот еще есть и такая краснокочанная, как бы, видите, лопнула, перезрела капуста. Надо будет рвать. Вот так вот. Кабачки. Здесь тоже есть несколько кустиков. Тыква, правда, в этом году я ее посадила очень поздно. Небольшая тыква. Не знаю, друзья. Что будет в следующий год? Может быть, вообще ничего не буду сажать. Хотя каждый год это говорю, нет, больше не буду ничего сажать. Но сажаю. Так, маленькие есть кабачочки. Но они слишком маленькие еще. Так, тут тоже есть маленькие. Пусть растут пока, если не будет, как бы... Ну, пока нет заморозков, еще не знаю. Были и 3 дня дожди. Но уже вот сегодня это второй, да. Вчера было солнечно, сегодня солнечно, как видите. Вот такие вот дела. Конечно, скучно бывает, когда в огороде уже ничего нет.
Но в этом году, по идее, была борьба за урожай. Урожай был маленький. Практически везде в регионах. Вот, тоже вот огромная капуста. Видите, какая. Так, тут у меня один болгарский перец. Даже два. Вот. Ой, какой хорошенький. Надо сорвать, он все равно не дозреет. Я его заморожу на рагу, на что-то. Вот. И тут еще. Видите, он был бы вот такой оранжевый, если бы созрел. Это знаете, что за перец? Ну вот китайский перец, который... Вот его семена. Вот так вот. Так, ну все. Сейчас еще вам покажу, что купила. Вот вчера купили вот такой вот титан. У меня здесь во дворе, ну такая баня, не баня, ванна, не ванна. Но помещение такое, в которое вот так вот греется у нас в таком титане вода. И эта вода поступает у меня на кухню. Горячая вода поступает именно вот с такого вот титана. Тот титан, который там у нас стоял, я еще давно показывала, как он засорился ржавчиной. Хотели переделать его, не получилось. Да и титан был маленький, мне его не хватало. Вот вчера купили за 12 тысяч вот такой вот титан. И там в ванной мне нужна бывает вода. Ну, ванна сказать не ванна, это помещение просто. Раньше она у нас была ванной. У меня и ванна там стояла. Мы как бы и там и мылись, и стирали. Все у меня было там. Ну, это вон закрытые. Покажу вам, там у меня еще и штатив стоит. Хотела на кухню отнести. Вот это вот помещение, где вот зеленая дверь, там у меня сейчас цыплята просто прикрыла. Их надо мне сегодня поотрезать им крылья, потому что они вылетают из клетки, из заборчика и как бы во дворе у меня бегают. Вот такие вот дела, друзья. Вот моя покупка. Я радуюсь, когда что-то покупаю. Купила вот этот вот титан, как я сказала, за 12 тысяч. И купила для ванны в доме уже вот такой вот электрический накопительный водонагреватель. Бойлер как бы, да, называется он у нас, я не знаю. Вот. Я в нем, конечно, не разбираюсь, ничего не знаю. Так, тень моя. Посмотрим, пока еще не распаковали. И в принципе, у нас также сломалась колонка в ванной. У меня была ванная колонка. Она тоже сломалась уже, по-моему, больше месяца даже. То включалась, то выключалась. И я очень ее боялась, потому что, говорят, она очень опасная штука. И вот купили вот такой вот бойлер. Тоже за 10 тысяч купили. Вот так вот, друзья. Две такие у меня такие хорошие покупки. Я ими довольна, потому что без горячей воды, сами знаете, и не туда, и не сюда, как бы. Вот так вот. Вот такие у меня покупки. И вот мне вчера еще прислали ячмень. Так, вот видите, ячмень прислан. Как вы знаете, кто со мной давно, в принципе, я не покупаю ничего из этого. Как бы ячмень, пшеница, что-то такое. Мне присылают мои друзья-арендаторы каждую осень бесплатно. Так, 4. Меня не было дома, точно не знаю сколько. 4, 6, 8, 10 мешков. Где-то полтонны, наверное, примерно. Ячменя. В тот раз присылали тонну пшеницы. И обещают, еще и кукуруза будет. Так что мои птички и моей скотине, наверное, хватит. Обещают мне еще рулоны не сена, а вот из кукурузы. Тюки вот эти. И это обещают, сказали, чтобы я не покупала. Поэтому вот как-то так, друзья. И да, друзья, я забыла сказать, что этот титан и этот мой бойлер я купила благодаря моим подписчикам. Огромное-огромное вам спасибо за то, что вы смотрите меня, за то, что вы комментируете. Ну, за все, за ваши теплые слова. Иногда, действительно, я не знаю, наверное,
некоторым уже надоела моя благодарность, но я не думаю, что благодарность может надоесть, что с моей стороны, что с вашей стороны. Потому что, читая ваши комментарии, настолько теплом просто обливается мое сердце. Мне бывает настолько приятно и хорошо. Вы этого просто не... Жалко, я не могу это все вот как-то и словами высказать, но словами даже не высказать, что творится иногда у меня в душе, когда я читаю ваши комментарии. Огромное вам спасибо. Благодаря вам, может, кто-то задастся вопросом, почему? Потому что пришла моя зарплата с Ютуба, и я смогла себе купить вот эти вот 2 вещи, и у меня еще немножко осталась денежка. Ну, посмотрим, что я на нее куплю. Так, ну вот, мои дорогие, хоть меня и не было только всего 2 дня, а накопилось столько работы, что я даже не успеваю как бы со всей работой справляться. Сейчас, минуточку. Надо и творог сделать, и аджику сделать, и все стоит, как будто бы я 2 дня, 2 недели меня не было дома. Но прежде чем приступить к аджике, мне все-таки нужно справиться со своей молочкой. Взбила я уже сметану, не сливки. У меня стояла в нескольких кастрюльках сметана, которая оставалась, которую мы в течение какого-то времени едим. Она уже немножко прокисает, его уже не едят. И в нескольких кастрюльках стояла в холодильнике. Я ее не люблю, когда вот это вот понемножку всего. Собрала вместе, я думаю, пока тут убираюсь, пока все. Поставила взбивалку, она сама по себе взбила. Сейчас быстро сделаю творог, поставлю перетапливаться молоко. И благо дело, перед тем, как вот были, мне надо было поехать вечером, Ибрагим с Мадиной мне перекрутили 2 ящика аж помидор. Мадина мыла, я в то время нарезала, а Ибрагим перекрутил. Но я вскипятила несколько, где-то минут 15-20, наверное, посолила, чтобы не пропало. И у меня вот в 2 кастрюлях стоит. Сейчас я быстро болгарский перец помою и морковочку перетру, по ходу потом покажу вам. Так, не знаю, как бы показать, чтобы... В принципе, показывать нечего. Творог делала много раз на канале. Уже отвыкла, вот 2-3 дня не снимаю, уже как-то отвыкла даже от съемок. Так, по-моему, чуть-чуть перегрела я творог. Сейчас я выключила стоит. Ничего. Вот так вот обычно я делаю творог. Друзья, наверное, немножко не слышно, но сегодня обещала Ибрагим, что микрофон уже будет. Заказ должен был сегодня прийти. Вот такие вот дела. Не знаю, к вечеру обещалась приехать сестра с племянником, чтобы мы поехали на похороны вместе. Так. Вот так вот. Справилась, перемыла сладкий перец, почистила, перемыла, убрала все лишнее, морковку тоже приготовила для того, чтобы пропустить через мясорубку. Будем делать с вами, друзья, аджику. Аджика, конечно, у меня на канале уже есть в прошлом году, все рецепты, которые в прошлом году я делала, буду делать и в этом году. И, скорее всего, ничего нового в этом году не буду делать. Очень хотелось несколько новых рецептов, но не знаю, посмотрим. Хотелось острый перец и заквасить по одному рецепту, и даже по 2 рецептам. Но не знаю, как получится, друзья. Много разных нюансов, то другое. Посмотрим, если за то время, что пока у меня 8 ящиков помидор надо, друзья, осилить. Если за то время, что я это закончу, перец еще будет на рынке, надеюсь, и перец тоже мы сделаем. Но, в принципе, для вас уже учиться будет поздно, если только на будущий год, потому что там перец нужно 2 недели, чтобы он квасился. Так, значит, у меня перетапливается масло уже, как видите, я его взбила, как видите, видно, не видно, сейчас покажу. Так, ну вот, друзья, видите, вот так вот перетапливается у меня масло.
Пусть оно теперь пока у меня как бы топится, а я буду перекручивать болгарский перец и морковочку. Сегодня не буду, друзья, я вас сегодня как-то так вот получилось, как бы. Просто чтобы уже 2-3 дня с вами не была на связи, сняла кое-что, поэтому вы меня извините, конечно, но сейчас я свой ролик просто закончу, чтобы он сегодня зашел в YouTube, скоро мне уже ехать. Ну вот, хотя бы немножко, небольшая частичка сегодняшней моей жизни для вас, для моих друзей. Огромное вам спасибо еще раз. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну, наверное, я сейчас буду еще и готовить, а это уже будет в другом ролике, скорее всего. Я поставлю камеру и буду готовить своим ребятам. Должны скоро прийти с работы, тоже они все, кто с работы, кто с учебой. И поэтому я приготовлю на ужин что-то. И, наверное, часов 5-6 мы обещались тоже с сестрой поехать, побывать на похоронах, послушать зикр. И вот так вот, друзья, на этом все. Еще раз попрощаюсь с вами. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну, как-то так, друзья.